Аталжағайын 9 күн өрдігін Усмаяға туризм, оны предпринимательство министерства коллегията болан асты. Бұл коллегия быйыл сас Охотскайға барар жүгіт экспедиция бітер. Анынан онына Ердар Хаммыт Айсан Сергеевич Николаев дәғалынан болды. Бұл туризм хайдетігер Усмая ұлуға ғырда ұлған тоғыстық. Улус бұғытынан бейі көребіт. Манна бастыран тұран кәне бұл Сақасырықтан океаны тақсыға. Иткейірінен бұл Охотскайға, икені аяны тақсырға сол болар. Икенен бұл ғырда ұлған историческое место болудан білдер. Ике бастығы қазақтықтан сағалан, икені Витус Берин, оны бәккені кәнеттен арас айдеттер, учуан айдар, өдзіцеддері болар. Сурьячылар, Гончаров болдым, Короленко болдым. Енлер бұл Усмаятығынан әлбәқті Сурьян ақтан тұралды. Өтен это политической деятельдер білдегенлері, Демброве Омрускай көрді, Неверецкой көрді жонларыне көрдеветтері, оны оларды тұрғанлықтары білді. У нас была большая экспедиция по следам Витуса Беринга, где проехали Якутск, Усмая, Алахъюнь, Охотск. Составила 1200 километров расстояния. Поездка была в марте месяце. Она заняла у нас практически 10 дней. Руководил экспедицией Никонов Георгий Дмитриевич. МЧС помогли с техникой. Сейчас в связи с этим мы синициировали выездную коллегию Министерства туризма, предпринимательства. С 7 по 9 работала комиссия во главе с министром Ханды Тимуром Юрьевичем. Обсудили вопросы обеспечения маршрутов, поговорили с предпринимателями, объяснили все перспективы развития именно этого туризма. Сегодня по инициативе авторов «Пути великого свершения» мы провели выездную коллегию в Усмайском районе с основным акцентом на развитие Усмайского района с точки зрения туризма. Усмайский район – богатый район в плане истории, в плане наследия, в плане гордости. Здесь была и золотая добыча, здесь сегодня существуют туристические маршруты. И самое главное, сегодня есть выход на Охотское море. Сегодня инфраструктура требует доработки, модернизации. Мы провели встречу в течение 2 дней и с предпринимателями, и сама коллегия Министерства предпринимательства, торговли и туризма. И сегодня мы все договорились о том, по какому пути развитию будет идти Усмайский район. Со стороны правительства есть полное понимание. К нам подключилось управление Республики Саха-Якутия по охране культурного наследия. Наше министерство абсолютно понимает, как будет развиваться Усмайский район в плане туризма. Глава района господин Азаров тоже подключился. С большим удовольствием мы выслушали сегодня всех докладчиков по развитию туризма, по той работе, которая была сделана в рамках исследования Витуса Беринга, который в свое время тут проводил экспедиции, как открывалась, как создавалась история нашей республики и не только нашей республики. В целом, я считаю, что сегодня мероприятие было, наверное, импульсным толчком для понимания, для развития будущих свершений. Усмайский район находится 380 километров от города Якутска. Он очень привлекательный по туризму. И расстояние, есть круглогодичный автозимник. Зимой это ледовые переправы, 2 мы переезжаем через Лену, через реку Амга. Плюс у нас здесь в летнее время работают 2 парома. На Бестях мы переезжаем на пароме и через реку Амга. У нас здесь проходили такие великие пути, как Витус Беринг 300 лет назад, вот на следующий год будет 300 лет мы будем отмечать. Здесь работали ямщики. Также у нас очень сильно развита золотодобывающая промышленность. У нас есть доисторические стоянки древних людей по всему практически району. Также у нас прекрасная природа. У нас здесь 2 хребта сходятся, Верхоянский и Джукжурский. У нас есть выход на Охотское море, и мы вот в связи с этим прорабатываем туристические маршруты. У нас уже 1 маршрут работает, это Якутск, Усмая, Нилькан, Аян. Бейамастан оскологолорун шаг будущее моралы деревит. Она здесь я как например кого дем бар учитал блинда бар. Ол учитал баллана
то бихиво бутын юреттирәре бит даглаты чөдиге аркына чөди юреннен демет онда кытыс быппыт бәбит мотор бутнан бензиннер битнән көмөлө хәммет икетинче толстан жөнөрө мората хатапыт олору тур терме пит икетинче 16. Просто мы, значит, проводим туры Усть-Мая-Аян. Уникальная природа, поселки, музей. В Нилькане очень богатый музей. Там видно, что люди работают. Каждый раз обновляется. История богатая. Тунгусского восстания, краеведение и церковь старинная. Мы водим туда людей. Мы выезжаем из Усть-Майи. Когда мы останавливаемся в Нилькане, у нас нет места ночевки. Мы останавливаемся у людей, платим деньги в простых домах. Вот эти глэмпинги, конечно, это субсидированная или помощь какая-то нужна была, если бы была, то у людей можно было поставить это. Ну, содержание, все это, наверное, я не знаю, как это делается, как оно благоустроенное, да? Там у них жилье печное. Так, в Аиме тоже негде остановиться. Мы по пути останавливаемся в заброшенном поселке Цапанда. В Цапанде проживает бабушка одна, и мы у нее там в монтерском доме ночуем. Это нормально. Дальше едем. Вот в Аим, дозаправляемся своей заправкой, заправки у них нету, магазина нету, продукты мы возим с собой. Туда же в стоимость тура входит, например, с выходом на Мальвинские острова тур стоит 170 тысяч. Это минимально. Мы никогда за это время мы ничего не зарабатывали, потому что стоимость, которая диктует Намайский район, тоже большая. У них хлеб стоит 200 рублей. Хлеб они пекут сами, если магазина нет. 200 рублей хлеб. Завозятся продукты из Хабаровска вертолетом, кораблем. Магазин есть только в Аяне, остальные магазины и в Нилькане, остальные Джигда, им они без продовольствия. Мы возим сами им, жителям, где остановимся, мы продуктами, даем, например, дарим. Тем, кто еще в лесу живет, еще тоже продукты возим. Мы арендуем лодки, мотора, все это входит в ГСМ, возим с собой. Потом машину нанимаем машину в Нилькане. Машина не приспособленная, она вахта, полувахта нам редко попадалась. В основном это Урал, обложенная матами, вот с матами до моря. Мы останавливаемся на море, ставим палатки и ночуем на, машине или в палатках, но получается наши мотористы, они же охотники, вот эти кадровые, которые с нами, там же охрана нужна, там медведь заходит на рыбу. Рыбачим 2-3 дня, нанимаем человека, который знает эту морскую жизнь, вот то, что там кушать, как варить, рыба другая, не наша речная, поэтому там нужен человек обязательно. Трудодень у них по российским стоит 10-15 тысяч на обслуживание одного человека. Потом экскурсия по Аяну, кому надо в архив могут посидеть, посмотреть поселок и обратную дорогу. Обратная дорога та же самая занимает, но уже без осмотра, без всего мы на моторках выезжаем домой. А по дороге, конечно, есть эти писаницы тоже есть. Есть места такие мистические, которых непонятно уже нам, мы это уже знаем, потому что на этих фотах проявляются эти лица людей, на этих фотах что-то проявляется, это вообще загадочные места. И одной из этих фотографий, вот с огнем, фото с горы с огнем, кстати, описал известный Попов, вот фильм сделал, фильм новый же есть, «Не хороните меня без Ивана». Вот Иван Васильевич Попов, он ездил по реке Майи, он был фотограф и художник, и поэтому он написал «Найдите гору с огнем». И, возможно, это гора с огнем, которую, может, мы не специально искали, но она попала к нам в этом, в кадр, да. Хайданистана эссе хирин кеңетен хектах. Олим биваллана Аянтан эссе 35 километрде herge Мальвинские острова ден бар. Олонно Птичий остров диен атылар. Олонно тоқ бар туристтер бутында жек бутын барбыт. О бутын кеңете аргына бут. Очона бар хайди таксыды дияныбын. Олим баллана Üçüncü bartın çocuk kördürü kanada diyelim. Очонер Джон Бартен Беленихете Влади. И заезжаем в Джумшурский заповедник в этом году на Мальвинские острова. Это выезд к клетбищам тюленей. Значит, там есть касатки, птичий базар и рыбалка. Рыбалка там есть. Рыбалка вообще отменная, вот рыбы много. Планы сначала были на Шантарские острова, потому что местные нильканские эвенки, они ходят на Шантары. Ранее ходили с местности Муннук, ходили туда на Шантары, как бы даже на сенокос. Вот просто у них нет катера. У них как-то там все сейчас заброшено, Аян.
как морской порт не развит, просто в руки частного дано. И поэтому выход на Шантарские острова не через Комсомольск на Амуре, а через нас это возможно. Директор заповедника в этом году нас приглашает. Естественно, там обслуживание дорогое, один день 20 тысяч с одного человека. На катере он нас вывезет туда, на заповедник, покажет вот это лежбище тюленей, касатки, птичий базар. И это все возможно из поселка Усть-Мая, понимаете? Жоннор эрелер Казахстантан инер эридилер. Онан илера халкылар Германияда хастаки эрия диута. Тахим баллар. Туахтан хекоп. В этом году по конкурсу наша компания прошла в группу экспорта. И вчера уже нам звонили из Казахстана, с Астаны, чтобы заключить договор по поиску туристов. Так что это работает. Баланы игр болла. Нет-то. Иккиске туох бар. Bir группа бар. Оны идехта бутоха. Бес бехелер. Он 12 күн болар бу пола. Но Мальминские острова тихтах бит. Параллельно с нами работал Макаров Николай Афанасьевич. И они проверили памятники исторические, которые у нас на территории. Их у нас около 40 памятников. Есть доисторические. Пещера, это в районе Белира, стоянка древних людей в районе Бельгачей, стоянка в Троицке, Усмиль-1, Усмиль-2. Бихи сыллата улустары кереhe жаммат өйдөбүнниктер хада туруктаактарын куттал аджатыга куттал суухурду суохту диен көрөн барар соруктаакпыт. Асмына делега өлөкмага сылжыбыттара мен коллегаларым бу Усть-Майга бәйәм келен баранар. Бихи келен көрдүбүт билкечиттан хагалан Усмилинен Усть-Майга бәятигер бар өйдөбүнниктери Петропавловскайга тие. Оны тугу белетеметей. Элбек өйдөбүнниктери көрдүбүт. Билкачи бастыкы, билкачи 2, Усмиль бастыкы, Усмиль 2, Дүктай каспактарын, Троицкай, Үйәһә Троицкай, Орто Троицкай өйдөбүнниктери, оны тагын Петропавловскай кирен Шарипа өйдөбүннигин, Урутумая калбыт стротолор хаҗыбыт жетин, көрөн истер музейдерин эме коллекцияларын эме көрдүбүт. Онно бу ол кеннеттен көттү бэһэннерэн предпринимательство коллегатор кыттан баран кекке этикеллер дебит. Ол этибит чөчүтөн көрдөккө биһиге өйдөбүнниктер битен археолог өйдөбүнниктерин билер кихи көрбүт кихи олу сагаяк. Биле эбен этиметер республика дүнен билген история культура өйдөбүнниктери туризм маршруттарыгар кирелере өссө үлеленек тустак. Агаяк маршрутка кирен турар. Манна Усть-Майя туристтарын көрсөрдөннөр оны билелер канан баран биһи официальный хектак биттен бүгүн коллегияга Билкачи стоянканы вона Дүктай кая каспаган бу турист маршрутуга келдери хайын. Манна бели бу республика дүнен дагы биһи дойдугуттагы бели өйдөбүнниктер боллар, колора алан көрдөккө Билкачи нехлеге бар. Буларгы жон олора хилжибы сиддере. Бу прото-эскимостар олора хилжибы теддере ден ученыйдар хабагалылар олата. Онтон Дүктай кая каспагар олора хилжибы жоннору келен Америкага бараннар, Америка культуратын, улуктоктор культуратын үскеп биттере ден хабагалылар. Онун көрдөккө боллагана бу Усть-Майя улухан белесет болар. Онан маны жон билиякта, көрөктө келен биһиге бу бачаңыл археолог өйдөбүнниктерин кистен кериете келлибит жона жаттыга тапсанка биһиге жан механна бар боллагана бу алдын кытылыга тура өйдөбүнниктери элбакка келен тапсируга. Хаяман төр Усть-Майга туризм любой хагаламен көрүңнәгыл перспективе бул тахында болдан, балык тахында экстремальный туризм да, этнотуризм, сельхоз туризм деген бартыга любой хайскал яккап. Оннан эти нике җип көрдүк. Хакоскай марага Аллах чугахет яктанабыт. Усть-Майя районтан айна тахтына лехнтан бага хото табылдар буллагана никенгилан зимникке тоомет ханга кабдыларын орбу кийден багана келле тетекелдерин кестение.
Манна беге кеннек история утыгар гражданской серии береметигер бу усмая кене ортотнан барта аспыта бу пепелев болдун, строт болдун, тарас бу тунгускай восстаниялар болдун, барта усмая тагы аспытактара этени кене ортотнан кене бу жылгатнан бартынан болбут событиялар болалар. Кеннеке бу хедеске кемге көмүс костагына бус маяга өддах лоханлык сайдан турар. Итинне күскә белдебетнең трес дубжур золото дигән атыр бу трес бар була хаҗибете. Кенесени кемигә сүрбе тонна гөлкәне хостан государственный комитет обороны икките кызнаметен улан бу сахария кандак хатын телтер батак итигилерин оңоран онна оборонага сериге кайыр бутыгар лохан кылаты киллер бутулус булар. Этендәтем биремен мулдан халбыт төбелтебетнең акты касап бу трес дубжур золото Биhan altahullah kasabullan baran, kühün sabullan baran, sas diyen, kühün barların, beylerin traktörlerin gar, sırgın ostamlara, onun teknikaların nidce, vezidonun nidce olurun, uruların, kergetlerin teyenler, minnege yanağıdır. Olanla yanağın yanlar kendiler, dostul boydur lispetlerin, catsattır lispetlerin, yöngü sergeğe boğruklu, kalan böğünden, boyvol istoklar, taksalların, Kendiler bu saha serin ottotun ayından tiyenler minne korakka kulun tutar 5 günler tiyibitteriger, kulun tutar 6 günler yakut almaz tentelikte bolbutlarının bu trez döbjur zolota almağa kostağına dörüt bolbuttelikte bolağından bildire bilgin üskemiye bilden ere. Оноттон ол үддүнен банна ус баяга этнографический туризм ден кайыска эми хайден чап көрдүк ден көрдөбөт отайылгата ити кыгыла сүйөлө ара сүйнайыте бу барта билен турар оны исторический рухку каспактар рухку жолбора жыбыт стоянкалар эгенлер баарынан да олхан интерьерне месте болакан скыгыннары сайыннары сыры бара багаяк болбута Аясылдағы таланы болбуты лоханлык билеген де болгон талылдан эрерден эти канада. Ол курдук кыгынын 5 чагынын 4 чагынын сыджылы же куска кораттан онта сайынын бу билеген беге 7 чагынын аяннан бу 5 чагынын корунун торамыт онна туакка аммагаме да газ херге коронут хаджамыт диемит бу кыгыннары хайыннары бу усмайты гагар игорянак диен бехөлекке тие суал хайыннары, онда кыхыннары бара білеген лахан төхі күс болар. Ну, от сегодняшней работы нашей выездной коллегии, конечно, район ожидает финансового развития, финансового вливания и развития предпринимательской деятельности. Это гостиничный бизнес, это развитие общепита, также этот автотранспортный будет бизнес работать, автобусы, такси, это гаражи, это магазины, это заправки и так далее и тому подобное. Любое движение, оно тянет за собой развитие малого бизнеса. Для себя я открыл, что очень богатая история, очень много археологических объектов, которые сегодня тоже являются объектом притяжения в рамках исторического туризма. Очень хорошая, богатая природа, река, выход в море. И поэтому я считаю, что Усьмайский район сегодня имеет огромный потенциал для развития в рамках и социально-экономического развития через призму развития туризма. В перспективе швей меня стадимен швей результаты дах было керне раскрытие это нахамил. Екатеринча шүрбәһәттә Аллаһка олон каанюлары дигән бу Усмайга булыры белән турар. Онны беләннәни бу белән турар улусколахан сайдарыгар эме хабдыллах булудын ханыбыт маннати туризм сайдарыгар инфраструктураны теригети гостиница болдун, общепит болдун, арас бу маршруттары муру болдун, кадрдыры юрети болдун. Бартыгар бу манна беддагал бахле онны иннигер түбүк турара көстөр. Ол туһунан бүгүн ите кепсетилер болдулар. Беге ханабытыгар улус ите кайысканы хөрдәк сөпкә табатайынан итен нуну сайыннарга түбәле итеден эренебит.
Вот благодаря федеральной поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства на сегодня мы реализуем национальный проект во всех наших территориях Республики Саха-Якутия, где у нас проходят автомобильные дороги регионального значения. Сейчас у нас разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту с Чурапчи до Ытыккөля. Ведутся работы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» по нашим автомобильным дорогам регионального значения Харбалах и Уолбабулум. За последние 5 лет хочу отметить, что мы привели нормативное состояние. Это 105 километров по Татинскому району, по Уолбабулум 46 километров и по Харбалаху 58. Это почти мы 100% эти автомобильные дороги регионального значения привели в нормативное состояние. На это было предусмотрено 1 163 миллиона рублей, которые предусмотрены за счет средств федерального бюджета и также за счет средств Дорожного фонда Республики Саха-Якутия. У нас основное внимание уделяется содержанию автомобильной дороги Колыма и также по автомобильным дорогам регионального значения. Очень много в последнее время жалоб от граждан, что невозможно проехать во время дождевых осадков. Сейчас мы ставим вопрос об ускорении проведения капитального ремонта на этих участках. Сегодня только предусматриваются средства на содержание, и то не 100%. Поэтому сейчас мы ставим вопрос увеличения финансирования на содержание этой дороги. Хочу отметить, что в рамках подготовки 22-х игр Манчары в Татинском районе мы обустроили уличным освещением транзитную улицу по автомобильной дороге Харбалах. Это транзитная улица в селе Ытыккölь. Также заасфальтировали участки улиц. Это ремонт улицы Ленина, улицы Аюнского, улицы Кулаковского. И буквально в июне мы приняли решение также о выделении средств по улице Амгинская в селе Ытыккölь. Также будет реконструирован мостовой переход через реку Татта, которая находится в селе Ытыккölь. Во всех этих работах принимает активное участие у нас подрядная наша местная компания ООО «Татавтодор», руководитель Бочонин Иван Иванович, которые, как я уже отметил, 2019 по 2024 год качественно и в срок сдали все объекты по местным дорогам. Они опережающими темпами уже завершили эти наши основные 3 улицы, где будут задействованы на играх Манчары. Татавтодор во главе Ивана Ивановича давно работает, очень сплоченный коллектив. Я говорю, опыт очень большой, колоссальный опыт в содержании, ремонте, капитальном строительстве и строительстве автомобильных дорог не только федерального, но регионального и местного значения. Поэтому все эти работы, которые на сегодня они берутся на сегодняшний день, они, как я уже отметил, опережающими темпами и в срок сдают эти объекты. Ура!